Привет! С вами я, Вела Валера. Сегодня 20-й день татарстанской кругосветки. Вас ждет гостеприимный Актанышский район и самая крайняя восточная точка Республики Татарстан. Лайки туда, не забываем подписываться и погнали! Спалось хорошо. Вообще, конечно, я уже и в 4-м часу просыпался. И сейчас вот встал. Как бы спать неохота. Ну, потихоньку буду собираться. Просторы абсолютно другие. Здесь прям вот в полях могут быть бугры. Плоская такая равнина с возвышениями. Высота 160 метров где-то над уровнем моря. Поэтому сухо, хорошо. Как я люблю. Не люблю низины сырые. Так, вот первый поселок. Даже не подписан. Вообще. Остановка есть, а указателя нет. Вон он стоит какой-то, по-моему. Да, вот тут поселок Зубаилово находится. В таком вот интересном холмистом месте. Вот там поселение находится, не видно ни мечети, ничего, обычный, скорее всего, поселок, совхоз 20-30-х годов. Апачево. Вот сюда меня звали. Да, кому в голову пришло засыпать дорогу песком чистым? Это же вообще скользко. Да. Здрасте. Доехал домой. Приветствую. Вот заехал в село Апачево, можно сказать, Актанышский район. Салам алейкум. Ильназ сейчас проведет экскурсию по владениям. Запах знакомый. Пришел в жизнь. Какой красавец. Еще не называли? Нет, еще. Буквально на той неделе. Это девочка, да? Слушай, да, наверное. Я вот сегодня с утра такой видел. Похоже, да. Не бычок. Смотрите, как меня угощают тут в Апачево. Вот так вот угощают. Настоящая домашняя лапша. Тут все есть. Вот и сметана. Смотрите, какая жирная, прям мощная. Своя курица. Все, в общем, экологичное, чистое. Обязательно огурцы, помидоры, все свое. Все свое. Побывал у Ильназа в Апачево. В таком вот доме. Накормили меня. Первое, второе, каша, чай. Хороший человек. Занимается путешествиями. Молодец, в общем. Спасибо ему. Дальше поедем в Актаныш. Relax, take it easy, ребята! Ха-ха! Да, быстро, когда ровная трасса ехать. Took a ride to the end of the line where no one ever goes. I ended up on this broken train with nobody I know, but the pain and the longings are the same. Are we dying? Now
I'm scared. It's as if I'm terrified. Are we scared? Are we playing with fire? Scared, terrified. Are we scared? Are we playing with fire? Relax. There is an answer to the darkest time. It's true. You don't understand that the last thing on... Подъем иду, братва. Вот он, подъемище. Заканчивается он. Сам себе я режиссер. Круто так путешествовать. Вот такие виды потрясные пошли актанышские. Здесь в чем преимущество? Равнина, короче. И она уходит вдаль. Холмы немного возвышаются. Леса. Пойду дальше, не дождетесь, не заплачу. Если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер. Полностью что ли выращивает? Желтый такой. Мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня, брат. Подсолнухи смотрят всегда на солнце. Вот такие. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. На минуту замечтаюсь, не летаю, но пытаюсь. Упаду и поднимаюсь, все в порядке, оклемаюсь. Не дождетесь, не заплачу. Если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист, в нем и я режиссер. Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня, враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня, враг мой, друг мой. От меня, нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. 1710 год. Ага, старинный город. Актаныш был основан выходцами Яблаковой трубы Кыргызской волости. Упоминается в письменных источниках с 1715 года. С момента основания поселение постоянно расширялось, о чем говорит положительная динамика населения. Жители занимались земледелием и разведением скота, работали на пристанях, держали постоялые дворы. С 1866 по 1920 год село являлось центром Актанышской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1965 года и по настоящее время это центр Актанышского района. Село активно начало застраиваться по новому проекту в 1970-е годы. Новый Актаныш будет экспериментальным районным центром от первого венца до крыши, из камня, бетона и стекла. Здесь свой трудовой семестр проходят студенты Казанского инженерно-строительного института. Первая очередь строительства нового Актаныша будет закончена в 1971 году.
Актанышцы одними из первых в Татарии перешагнули порог будущего. Построен экспериментальный центр района. Люди здесь живут в достатке, со всеми городскими удобствами. Да, первое, что бросается, здесь очень много деревьев, конечно, вон целая роща березовая. Кругом цветы высажены на клумбах. Меня уже тут встречают. О! Девочки из Актаныша уже встречают в Парке Победы. Вау! Это чак-чак, говорят. Да, это чак-чак. Надо сейчас его затестить будет. Девочки тут мне еще и сувенир приготовили. Как круто, когда тебя так встречают, а? Всегда вот так. Ну я просто с удовольствием вас в Казани так встретил, или в Казахстане. О, смотрите, чай с облепихой. Ну вы запарились, реально, девочки, круто. Я делаю чаи как раз. Сами? Ну, в термосе. Теперь буду заливать просто кипяток. Татарстанская кругосветка, я путешествую. Сколько дней вы? 20-й день. Жойма день. Жойма кун. Кстати, парк Ленина. И улица Ленина. Да. Кстати, во всех вот этих мелких городах Татарстана, Мензелинск, там, да где угодно, везде Ленин есть, и улица Ленина. И она центральная. Вау. Лимон, мята, облепиха. И запах приятный, да? И зеленый чай. По татарской традиции облепиха и лимон. Ну я заметил то, что здесь много деревьев очень. Деревьев, да, кстати. Заезжаешь, прям все зелено, там березы. Да. Вот тут вот. И посадки, да, везде вокруг. Это хороший момент на самом деле. Угу. Так, Ленина мне надо сфоткать стопудово. Давай. Как в Улан-Удэ он почти что, только раз 10 меньше. Восточная долина. Посмотрим, хорошо оформлено. Так, ну все. Посмотрели немножко Актаныш, не полностью, конечно. Пообщались с хорошими людьми, потестили чак-чак. В общем, very good. Актаныш нормальный, тихий городок, спокойный. А вот местная дамба, ну ее очень хорошо отделали тут. Тоже сделали мост на ту сторону, как на Мензелинке. Мне кажется, это тут такая общая черта, как и в западном Татарстане. Типа покупаться может даже где-то можно, но вряд ли. Привет! Актанышские молодежь. Как живется в Актаныш? Хорошо. Весь Актаныш проехал, чтобы сюда попасть. Здравствуйте. Я зашел и мой. У вас есть классическая? Ну, в принципе, неплохо. Смотрите. Хорошо скрученная, очень плотная. Картошка есть, мясо. Все как бы сбалансировано. Ну что, поехали в самую восточную точку Татарстана, село Тынамасово. Вышки, качалки, прям вдоль же границы. 1, 2, 3. Ну это еще в Актанышском районе, кстати. Вон там вот отдали. А с этой стороны пусто, кстати. Я не очень чувствую. То ли устал уже все время крутить, то ли чуть не то съел. Ну вот еду 15-16. Иногда асфальт, дороги забирают всю энергию, и уже не хочется по ним ехать. Хочется в поля подышать, продышаться, проехаться.
Вот, похоже, только сегодня, вчера скосили вот это все. Какие такие рулоны соломы лежат. А вот техника, которая это делает. Да, период августа начинается это все дело. Вот она, самая восточная деревня Татарстана. Гуси, дайте проехать. Вот так. Как зовут? Резван. Резван. Ризат. Ризат. Ничего себе у вас вина. Тут я смотрю, барашек, да, пасут у вас? Гусей. Это только не наш. Ну, понятно. Какие тут дома есть украшенные. Еду на выезд, еду на выезд. Гонят карды, отпаслись, а я выезжаю на трассу. Закончилась моя полевая эпопея уж точно. Все, проехали.